Итак, что происходило до 1096 года, до первого крестового похода? Потому что когда-то, когда я учился в школе, скажем, в третьем, четвертом, пятом классе, мне говорили, что хотя Литва и очень христианская страна, католическая страна, но мне говорили, что крестовые походы были ужасными. Инциденты, невинные люди гибли, их резали, насиловали и так далее. Страна, из которой вы родом, Эстония и другие прибалтийские регионы, не любят крестовые походы, потому что в ходе этих крестовых походов они были частично обращены в христианство, в том числе руками тевтонских рыцарей, военного ордена, католического военного ордена. Первые крестовые походы не имели к этому никакого отношения. Они были направлены против ислама, а самый первый крестовый поход, который был создан в 1095 году, был полностью направлен против мусульман, потому что они преследовали христиан, жестоко убивали их и разрушали церкви. А теперь вернемся к Константину и храму гроба Господня в Иерусалиме, который был местом паломничества еще до Константина, но особенно после Константина. И он продолжал оставаться местом паломничества даже после завоевания Святой Земли мусульманами около 637 года. И христиане страдали, и им приходилось платить налоги. Иногда мусульмане нападали на них и убивали, но они все равно шли на жертвы, потому что в те времена святые места были очень важны. И так продолжалось. Я просто немного рассказываю, что было до первого крестового похода. А затем, примерно к 900 или 1000 годам, турки начинают набирать силу и становятся доминирующей силой в исламском мире. И они были мусульманами. Первоначально они были завезены в качестве рабов-солдат халифатами, особенно халифатом аббасидов в то время. И они привозили этих тюркских воинов и обращали их в ислам, и они становились величайшими воинами. А потом, как вы знаете, они становились знаменосцами джихада, и время арабов прошло. И халифат становится марионеточной фигурой, халифат аббасидов, который турки удерживают. Они главные, они у власти. И при них начинается первая династия, ну не первая, но более доминирующая, турки-сельджуки. И они начали нападать на Малую Азию примерно в середине XI века, в 1050 году, и это было очень ужасно. Кровопролитие, описанное в источниках, просто ошеломляет. Особенно кровопролитие армян, потому что армяне в это время были многочисленным народом в Малой Азии. Но также, когда они идут дальше, выступая против греков и так далее, в записях Матфея Эдесского, летописца, который являлся почти их современником, говорится о десятках тысяч христиан, которые были убиты и еще больше обращены в рабство. Только потому, что они отказались принять ислам? Да, турками. А также ритуально оскверненные и разрушенные церкви в одном городе, Ани, который был столицей Армении того времени и был известен как город 1001 церкви. Все они были сожжены и уничтожены, а большое распятие было отправлено в Багдад в качестве военного трофея. Еще раз подчеркиваю идеологические аспекты этого. Также паломники, которые направляли Святую Землю, чтобы увидеть гроб Господень, подвергались самым подлым нападениям. Одним из наиболее известных и ужасающих случаев было крупное немецкое паломничество, которое имело место в 1064-1065 годах. И они рассказывают о том, как они напали на всех и убили их, а затем они схватили монахиню и надругались над ней толпой, пока она не умерла на глазах у всех. Очевидец говорит, что турки часто поступали так с паломниками, и это послужило поводом для первого крестового похода в 1095 году. Просто чтобы предотвратить этот ужас. Просто ужас и нападение на христиан. Итак, Папа Урбан II в 1095 году отчасти отвечал римскому императору Алексию, который теперь находился под властью Византии, потому что все это раньше было восточно-римской территорией. Поэтому он попросил помощи у Запада и описал, что происходит. И это именно то, о чем говорили Папа Урбан и все другие проповедники первого крестового похода, о том, что происходило с христианами, что происходило на Святой Земле, что происходило с паломниками. И это положило начало первому крестовому походу. Это было благородное начинание, оно было альтруистичным. Речь шла о том, чтобы на самом деле исправить ситуацию. На самом деле они цитировали стих о том, что нет большей любви у человека, чем отдать свою жизнь за ближнего своего. И именно это они и делали. И это все было в контексте любви к Богу и любви к ближнему. Любовь к ближнему означала пойти в крестовый поход, чтобы помочь восточным христианам. Любовь к Богу означала пойти и освободить Святую Землю, потому что над ней надругались. Итак, в 1009 году, то есть даже задолго до 1095 года, один халиф разрушил гроб Господень, большой массивный комплекс, построенный Константином. Он полностью разрушил его, разграбил и уничтожил 30 тысяч других церквей, согласно мусульманским источникам.
Большинство западных историков не говорят об этом. 30 тысяч? 30 тысяч, и большинство западных историков назовут цифру 300 или 3000 и скажут: «О, это ошибка переписчика, мусульмане ошибаются». Но этот мусульманин — это Аль-Макризи, египетский историк. Так что они не просто хвастались. Нет. Они говорили правду. Да. И это свидетельствует о том, насколько христианским был этот регион. Потому что до исламского завоевания, даже в 1009 году, то есть всего 400 лет спустя, здесь все еще было очень-очень много христиан. И Египет, и Великая Сирия. Итак, 30 тысяч церквей и гроб Господень были разрушены. Все это и христиане Европы помнят об этом. Вот что послужило поводом и привело к первому крестовому походу. Каким был призыв в первом крестовом походе? Призыв? Да, кто были эти люди? Не было никакого призыва. Это был безудержный энтузиазм. И это были женщины и дети, крестьяне, и их невозможно было остановить. На самом деле, это считается одной из величайших тайн современности. Потому что до этого были призывы к другим крестовым походам. В том числе, когда халиф разрушил гроб Господень и 30 тысяч церквей. Это тоже спровоцировало многих христиан на Западе. Но из этого ничего не вышло. Но по какой-то причине, когда папа Урбан призвал к этой кампании, она вошла в историю как одна из самых масштабных кампаний, в ходе которой сотни тысяч простых крестьян отправились в Святую Землю. И это было паломничество. Крестовые походы на самом деле были паломничествами. Христиане хотели и должны были совершать паломничество в Святую Землю. И крестовый поход рассматривался как вооруженное паломничество. Таким образом, они делали две вещи. Они отправлялись туда, чтобы сражаться с язычниками, помогать христианам и освобождать Святую Землю, и также совершали паломничество, которое им нужно было совершать. Люди были движимы реальными событиями, но мы можем видеть, что их мотивировала и теологическая составляющая, в этом нет никаких сомнений. Но в то же время это была реальная попытка исправить ситуацию, которую я только что описал, потому что об этом говорится в источниках. Вот что на самом деле проповедовали Урбан, Петр Отшельник и все остальные проповедники. И это то, что на самом деле побудило людей отправиться в крестовый поход.